очень рада приветствовать вас, что вы пришли, откликнулись. И очень большая глубокая благодарность Ирине и Евгению, организаторам школы во Владимире, семейная школа имени Гагарина. И мы пригласили их, чтобы они поделились своим живым опытом. Поэтому я думаю, что предварительно мы ряд вопросов им отправляли, чтобы, я думаю, что в форме живой беседы вопросов это будет как бы прекрасно, замечательно. Так что вам слово. Давайте мы, может, немножко расскажем о себе, как мы пришли к школе, потому что, возможно, этот опыт будет полезен. До организации школы мы 4 года занимались общественной деятельностью. Когда вот у нас появились дети, нам вот с Евгением в руки попала книга Владимира Филипповича Базарова «Дитя человеческое». И, в общем-то, вот отсюда и началось, так скажем, наше осознанное, так скажем, путешествие, что ли, вот, в мир образования, становления детей человеками, так скажем. Вот, у нас во Владимире сформировалась группа родителей активных. Что мы пытались сделать? Мы пытались внедрить, заставить, так скажем, наши органы власти, наши школы использовать здоровье-сбережение в учебном процессе. Мы обошли все наши муниципальные школы, нас в лицо уже знают в департаменте образования. В итоге мы дошли до Министерства просвещения, мы там были на приеме. И все это позволило нам, во-первых, друг с другом познакомиться и объединиться, и по всей России найти таких же единомышленников, как и мы. Вот, например, с Андреем мы познакомились в 2018 году на форуме образовательном, где был Владимир Филиппович Базарный в том числе. Вот. И вот с тех пор поддерживаем отношения хорошие очень. И вот таких людей у нас очень много. И когда мы поняли, что постепенно, помимо того, что мы занимались здоровьем-сбережением, мы изучали и те учебные программы, по которым учатся современные школьники. У меня нет педагогического образования, у Евгения тоже его нет. Я юрист по специальности, Евгений маркетолог. Да. Но вот, как говорится, жизнь заставила. И когда наши дети подросли, мы с единомышленниками поняли, что даже если случится чудо и во Владимире будет пилотный проект по здоровье-сбережению, то нас уже не устраивает, в принципе, образовательная программа, существующая в современной школе. Поэтому мы приняли решение организовывать свою школу. Очень трудный шаг, потому что, как говорится, очень хотелось почувствовать плечо опытного человека. И такие люди нашлись. Как говорится, совершенно случайно, но ничего случайного, наверное, в нашей жизни не бывает. Путешествие, так скажем, по интернету, в поисках там различных школ. Евгений нашел школу имени Гагарина в Екатеринбурге. И я, когда читала их сайт, у меня было такое чувство, что это писала я. То есть настолько вот у них соответствовало нашему представлению о школе, все, мы с ними связались. И вот с тех пор, то есть уже 2 года, мы с ними находимся в тесном контакте. Вот, когда у нас уже остро стоял вопрос, как нам называться, они говорят, да будьте нами. Это не франшиза, это просто передача опыта. И сейчас у нас с ними вот такие, при этом мы ни разу не виделись с ними вот как с вами, мы все время общаемся с ними, да, через интернет, да, но вот чувствуем, вот и они нас чувствуют, то есть мы по здоровью-сбережению проводили несколько семинаров, вот, они делятся своим опытом, у них потому что уже 4 года опыта, у них 60 учеников, достаточно много учителей, вот, а у нас только сейчас вот 1 класс. 2 первых класса, класс мальчиков, класс девочек. И сейчас подготовишка на будущий год у нас открылась. Вот. И когда ты чувствуешь вот такую поддержку, намного легче совершить те или иные шаги. Вот. Например, для меня, как для юриста, было непонятно, как они действуют без образования юридического лица. А теперь я понимаю, насколько это правильно, ну и грамотно, по крайней мере, на сегодняшний день. Вот. То есть мы действуем просто как объединение родителей. Вот.
Ну вот, в общем, вот вкратце так, мы готовы, я могу либо пройтись вот по вопросам, которые Екатерина нам высылала, либо как бы готова выслушать вот от вас вопрос, а может быть кто-то и опытом поделится. Можно уточнить? Да. Знаете, что у вас в городе тоже есть школа Гагарина? Нет. Вот так вот. Здорово. Очень здорово. Да, очень многие идеи, вот они как раз, да, по стране этой школы есть. Угу. Это тоже объединение. Такое же объединение родителей, да? Вообще, это очень здорово. Вот. Ну вот мы почему, как бы, вот объясняем нам, почему названы именно школа Гагарина, да? То есть, кто такой Гагарин, да? Это мальчик из деревни. И насколько была сильна образовательная система, насколько была сильна, там, скажем, идеологическая составляющая государства, которая позволила ему вот стать тем, кем он стал. Вот. То есть первым может быть каждый, как бы так скажем, такой основной посыл. Да, причем я добавил, как он, собственно, сам говорил, что это не он один полетел в космос, а это целая система полетела. И благодаря вот этой вот системе он добился такого. Да, и в школе у нас выстраивается тоже вот таким образом, что у нас есть 2 семьи организаторов, вот наша семья и еще одна семья, вот. Но тем не менее родители, они все равно очень активно участвуют в жизни школы, каждый вкладывает то, что может, какие-то свои умения, ну, вот, например, там ремонт мы делали, естественно, мы делали его там все вместе. Вот, у кого-то есть какие-то знания уникальные тоже. Ну, то есть вот все мы стараемся вот именно такой как бы семьей у нас получается. Про устройство и про обустройство школы, наверное, это отдельный вопрос, но можно много таких мелочей рассказывать про это. Наверное, как-то отдельно надо рассказать. Ну, то есть, конечно, первое, это самое главное, это помещение найти. Причем помещение должно соответствовать определенным параметрам. Там класс, если это 5-6 человек, то это уже минимум 20 квадратов класс должен быть. Если это 2 класса, мальчики и девочки, то 2 класса по 20 квадратов. То есть найти квартиру, да, найти квартиру с такими параметрами довольно сложно. Приходится искать уже какие-то офисные помещения, какие-то. Вот мы сейчас, например, ищем помещение. У нас в наше поле зрения попал бывший санаторий детский. Там помещение по 16 метров, но их там можно снести стенки, будет 30. Как бы вот так вот получается. Вот, мы, наверное, перебрали этих помещений штук 20, наверное, и в конце концов немножко не то нашли, но живем. Прижились, там у нас довольно уютно, к нам приходят, ну и как говорят, ну и как у вас тут хорошо. Вот, пришлось сделать все самим, действительно. Тут вопрос в чем? Первый же месяц, скажем так, я немножко финансовую сторону затронул. В первый же месяц мы потратили 250 тысяч. Все помещения 120 квадратов. Непонятно, куда они все ушли. Первое время мы еще, вот, как я говорю, первый месяц потратили 250 тысяч, хотя еще даже не открылись. Нам пришлось в августе все это ускоренно, быстро делать, там, красить стены, ремонтировать там светильники. Список всех вещей и каких-то там особенностей, он растягивается до бесконечности, можно постоянно его дополнять, там, начиная от хозяйственного мыла и кончая там какого-то клея для окон, там, не знаю. Вот. В принципе, большая часть работы, конечно же, легла на родителей. Все родители, ну, хорошо, что у нас вот они такие отзывчивые, там, откликнулись и в чем-то участвовали, кто-то там красил, кто-то ремонтировал. У нас вот двери надо было переставить. Вот я благодарна всем нашим родителям, потому что у нас тоже родители очень активно включились, и кто чем может, и мы прямо, ну, всем миром собираем. Да, но это же и самое главное объединяющее вот вокруг
дело. Совместный труд, он, как Лавандовский говорил. Облагораживает. Вот атмосфера в коллективе, как взаимодействие с родителями проходит? Например, Как вас находят? Нам повезло, я почему стала говорить про нашу общественную деятельность, начала с этого. Нам повезло в том плане, что у нас, например, в семье организаторов вторая, мы уже друг друга знаем 5 лет, потому что мы вместе занимаемся общественной деятельностью. И нас, как общественных деятелей, знают вообще в городе очень многие. Поэтому просто к нам пришли, потому что нас знают и знают, чем мы занимаемся. То есть вот этот вот плюс у нас был. До этого момента вот. Наша организация участвовала во множестве всяких мероприятий, там, форумов, конференций. На телевидении нас часто приглашали. Ну, то есть вот мы как бы такие, примелькавшиеся, в определенной среде родителей, которые задаются вопросами образования. Поэтому изначально к нам вот пришли вот родители, которые просто нас знали. Вот. Сейчас приходят родители, которые задаются вопросами, но нас лично не знают. И что главное? Главное, чтобы у нас совпадало мировоззрение. Если мировоззрение у нас одно, в семье оно другое, то самому ребенку будет невозможно учиться в таких условиях. Ну, вот у нас, например, была одна семья, вроде как бы мы по мировоззрению, как нам казалось, совпадали. Эта семья очень быстро ушла, потому что ей не понравилось, что в нашей школе есть воспитание. Вот. Ну, я не знаю, как может быть образовательный процесс без воспитания, но вот у них была позиция, что только знания воспитываем сами. Вот. Это тоже, кстати, нормальная практика, вот, что кто-то уходит, но кто-то сразу же приходит. Поэтому вот у нас, благодаря, опять же, Екатеринбургу, появился вот такой вот образ выпускника. И если мы впервые встречаемся с семьей, мы им даем вот этот образ выпускника. Они с ним знакомятся, задают вопросы. Но если у них, они понимают, что они не согласны, потому что там основные наши мировоззренческие все-таки вещи изложены, если они с этим не согласны, то мы просто дальше не делаем никаких шагов, мы расстаемся сразу, да. Если они принимают наш образ выпускника, у них такое же мировоззрение, мы, в принципе, двигаемся дальше. Это такой первоначальный фильтр. Да, да. А вот образ выпускника, это вы коллективно составляли вместе с детьми или же это только организаторы? Нет, вместе с детьми вот дети вот сейчас пытаются, все-таки они еще маловаты, при помощи учителей они сейчас вырабатывают определенные правила в школе. Образ выпускника был выработан Екатеринбургом. Мы его взяли и мы немножко его подкорректировали под себя, какие-то такие вот частные, может быть, моменты. Вот. В общем, это делали мы взрослые. А в чем именно воспитание? Почему не понравилось? В принципе, воспитание. Вот такая позиция, что воспитывать. Ребенку говорят, что-то делать, а он не хочет, и что жалуется? В принципе, была... например, вот пример яркий очень. У нас, предположим, у нас нет уборщицы в школе. На неделе дети убирают школу сами. У нас назначаются дежурные в начале недели, и на неделю назначается дежурная семья, которая в конце недели, там, выходные или в пятницу, делает генеральную уборку. Да, и вот, например, там девочка ни в какую там, боже, я дежурная там, я не знаю, в школе она этого не показывала, она даже, мы не заставляем, то есть дети сами, вот, родители сказали, что дома там истерики, я не хочу, вот это как частный пример. Вот. Школу тоже ведь у меня оставалось, дочь также убиралась. Да, это как бы воспитание именно того, что это твое. То есть это твое. Если ты намусоришь, то тебе же придется это убирать. Если ты испортишь конторку там или испачкаешь, то тебе же придется ее чистить. То есть здесь вот такое. А вот критерии, они как-то могут поменяться, потому что жесткое мировоззрение — это такая вещь, которую невозможно установить прямо четко, точно нельзя. Я до меня листочек еще не дошел, я вот его узнаю. И даже, кстати говоря, в силу опыта, например, 35 у тебя мировоззрение, а через лет 5 у тебя дополнительные появляются оттенки чего-то. Например, да. Можно ли это вносить и менять?
Конечно, его можно корректировать, наверное, даже нужно, потому что если, например, сравнить меня, какой я была, когда я родила вот Вову первого, да, и какая я теперь, конечно, я другой человек. Но, например, ну, допустим, там, один из основополагающих принципов у нас это там трезвость, предположим. Ну, вот от слова совсем. Вот, да. У нас вот, ну, тоже это в сферу как раз нашей общественной деятельности входит. У нас мужчина, вот наши папы ходят по школам, приглашают, читают вот лекции о здоровом образе жизни. То есть, ну, вот, например, да, у вас есть еще такая программа «Общее дело», да? Но мы используем их фильмы. Мы не участвуем ну, как бы в этой, мы используем их фильмы, да. Женя может подробно рассказать, потому что в основном мужчины у нас этим занимаются. Вот, ну то есть это как бы такой принцип, ну, который ты ну, начал придерживаться, и навряд ли ты уже. Да, да. Скажите про юридическую организацию. Вы сказали, ведение родителей у вас. А вообще проверяющий орган к вам ходит? Что? Проверяющий орган ходит к вам? А в кого не приходит? Им некуда приходить. Потому что у нас нет юридического лица в школе. Не просто объединение родителей. Вот мы вот... Все равно. Нет, Как никак. домашнее Мы обучение? не регистрированы. Дети у нас находятся на форме семейного образования. Каждый родитель подал заявление в управление образования на семейную форму образования. Все. То есть как он сам обучает ребенка, получается? Просто Да. мы объединились? Да, мы объединились, да, и мы как бы совместно, мы родителям это объясняем, что мы не оказываем образовательную услугу. Ну, во-первых, образование не может быть услугой, вот, мы не в ресторане. Это, ну, привилегия все-таки, да? Вот, и каждый в меру своих сил делает все то, что он может сделать максимально полезным для ребенка, для каждого. Вот, и у нас поэтому нет никакой юридической организации. Вообще так можно, да? Я вот, как для юриста, вот мне когда Екатеринбург это сказал, у меня, ну, прям был разрыв шаблона, вот по-другому не скажешь. Это не наш опыт, это их опыт. Да, мы Причем его довольно переняли, эффективный. и я понимаю, что в этом только плюсы. То есть, вот, например, у Екатеринбурга что было? У них сайт называется школа имени Гагарина, начался коронавирус, им звонит, там же телефоны на сайте, им звонит Роспотребнадзор. Мы к вам придем с проверкой, все ли там по коронавирусу, а вы кому придете? У нас нет ни юрлица, мы просто родители, вот собираемся сами, они, ой, а вы нам и не интересны. Вот, то есть, да, то есть здесь, по сути, есть свои плюсы. Если мы говорим про договор аренды на помещение, то он заключен на одного из нас, из организаторов. Я даже не помню, я или на ваш. Ну да, нет, из организаторов. У нас тут есть разделение. Мы же не родители. Это как частное лицо, да? Да, да, просто есть лицо, снимает помещение. Единственное, что мы говорили собственнику, зачем нам это помещение, она немножко опасалась, потому что все-таки, ну, как собственник, что тоже тут вроде образование, не образование, но мы в договоре указали, что у нас будут услуги по уходу и присмотру. То есть это не лицензируемая абсолютно деятельность. Получается, ответственность на нас, а Да, а к нам, мы просто вот родители, мы собираемся, для себя семинар устраиваем, и для детей тоже. То есть здесь, в общем-то, с этой стороны тоже как бы, вот пока вот я вижу... семейное образование, то, что где, когда мы забирают, и он сам как бы учится в родителям. Ну, в понимании государства. Нет, ну, объединение родителей не запрещено. Нет, я понимаю, я имею в виду, если мы ходим на семейную, мы же говорим, как бы мы сами А это никого не интересует. Вы знаете, И это даже не те- расшифровано. говорить. Это не расшифровано в Даже те- законодательстве. Да, даже те родители, которые ходят в нормальную муниципальную школу, они все равно зовут домой репетиторов. Ну да. Никто это не знает, отрицает. да. Не отрицает. Потом Причем они даже налоги по платят. закону об образовании, я, как родитель, вообще мы все, на нас лежит обязанность, это внесли вот по несколько лет назад поправку, дать образование детям. Не государство, не школа, никто, а я родитель. Поэтому я, забирая ребенка на семейное образование, беру на себя ответственность выполнить эту обязанность. Я просто выполняю федеральный закон. Каким образом я это делаю, я определяю сама. Да. Единственное, что я ребенка прикрепляю к муниципальной школе для того, чтобы, например, использовать ее инфраструктуру. Предположим, там есть бассейн,
Если я прикреплена к школе, я могу водить ребенка в бассейн, в библиотеку, там использовать инфраструктуру и приводить его на аттестацию. А вот физкультура тоже как раз там в школе получается, да? Мы не прикреплены сейчас ни к какой школе. У нас родители приняли решение на родительском собрании, мы возвращались к этому вопросу не один раз, что после 1 класса мы аттестацию в школе муниципальной проходить не будем. Тогда еще вопрос. А вот все выделяемые деньги на горячее питание, на проездные билеты, то есть вы не получаете этих услуг? Нет. Нет. Аттестация, вот, например, допустим, может ли получиться, вдруг так получится, где-то в определенных условиях, вы же получите аттестат, по которому ребенок имеет четкую там цену. Да. Если вы предварительно не проходили всякие разные, как там называется? Нет, там есть еще какие-то контрольные. ППР это вообще не обязательно. Я понимаю. Даже для школы, но все по козырек берут. Поэтому вот как в отношении всего этого у вас есть пример разговора с Министерством образования на эту тему? Нет. У нас единственное, что мы хотим выйти, не знаю, стоит ли, как говорится, затевать бучу, будет ли стоить овчинка выделки, как говорится, поскольку я взяла на себя обязанности по образованию своего ребенка, я бы хотела получить те деньги от государства, которые он вкладывает в моего ребенка, когда он ходит в государственную школу. Эти деньги закладываются в региональный бюджет. И каждый регион имеет право принять закон, что семейникам выплачивается определенная сумма. У нас на территории Владимирской области такого закона нет. Вот если у нас появилось. Если у вас есть... Это появилось в том году. Наталья Львовна Диагонова, руководитель тоже ИП, ребуса семейное образование. Вот пока вы здесь, пожалуйста, пообщайтесь, потому что это единственная площадка в России по семейному образованию, которая добилась вот этих муниципальных денег, да? И проездные, и все, и там какое-то... по проездным не только по проездным, по питанию там, да? Контакты дадите, да? Естественно, да. И это очень интересный опыт, но на самом деле они просто в государстве не знают, как к этому приступить. Но вот если у вас юридическое образование, я думаю, что у вас все получится просто. Да, я и работала еще в законодательных органах власти в свое время, то есть я знаю, как законы пишутся. Но здесь что нас останавливает? То, что у нас есть определенная установка у чиновников от образования, что семейники это маргиналы, которые просто хотят получить деньги там и пропить их. То есть вот как бы не навлечь на себя большего внимания из-за вот этих вот денег, потому что надо понимать, что областной бюджет много денег не выделит, да, там, даже если это будет 5000 в месяц, да, это помощь, но не будет ли за этих 5000 в месяц больше проблем, чем... Палка от двух концов. Да, то есть у нас вот эта вот мысль есть, если да, у вас есть такое... очень интересно. Да, очень интересно, спасибо. Прецедент, так сказать. Да. Такого не было. Я знаю, что в Перми тоже такие опыты есть. Да, в каких-то регионах есть, но как нам сказали в нашем областном законодательном собрании, они говорят, вы нам соберите всю аналитику, всю практику по России, а мы посмотрим. Буквально включила на эту тему, поэтому, значит, она просто очень много вступила, она собрала всех чиновников на своей площадке, очень системно разложила все как есть, и там у каждого ребенка своя траектория образовательная. Но она как тьютер, центр индивидуализации и тьютер, что называется, ребус. Да, у них только проездные, да, о чем при условии аттестации в ежегодной школе. Нюансы ваши тоже. Пообщайтесь, там интересно. Хорошо, благодарю. Спасибо. Если у нас нет юрлица, какая может быть отчетность? У нас педагоги получают, просто дают деньги, и все. Они не оформлены. Да, если педагогу важен вот именно какой-то статус официальный, то он оформляется самозанятым, и платит процент. Да, репетиторские услуги. А если, допустим, ребенок какую-то травму получает, допустим, конфликт с родителем, он там пишет жалобу на вас.
Знаете, у нас пока такого не было. Мы стараемся, во-первых, не доводить до открытых конфликтов. У нас есть, во-первых, регулярно проводим родительские собрания, это раз. Потом раз в 2 недели мы даем родителям обратную связь по установленной форме, как успевает ребенок. То есть какие темы пройдены, что у него усвоено, что может быть дома противить, в том числе по дисциплине. У нас, особенно среди мальчиков, есть определенные проблемы в дисциплине, в воспитательном таком моменте. Потом с детьми мы проводим каждое утро у нас общие круги. Например, тоже возникает какой-то конфликт, мы тоже это разбираем. То есть мы стараемся не доводить до такого открытого. Вот единственная семья от нас ушла, когда они хотели получить обратно единовременный взнос, но мы, в общем-то, им предложили забрать там конторку. В общем, они забрали конторку. Я уже не помню, что еще. Да? Вот они забрали конторку, и, в общем-то, мы мирно расстались. То есть, если кто-то уходит, мы просто стараемся мирно разойтись, и все. А вот можете поподробнее, вот, как день начинается и вот с этого круга, потому что нам важно, вот, как взаимодействие. И вот тоже сделать акцент именно, вы изначально начинали отдельно мальчики, отдельно девочки, или у вас смешаны, да? Вот поподробнее, вот, как бы, жизнь учеников в школе. У нас изначально, поскольку мы придерживаемся методики Владимира Филипповича, стараемся использовать максимально большее количество элементов по здоровьесбережению. Вот, один из основных – это раздельно параллельное обучение. Вот, поэтому изначально мы приняли решение, что у нас будет 2 класса. Хотя у нас, например, сейчас в классе девочек всего 3 девочки. Да, была мысль в целях экономии объединить классы, но все равно в итоге было принято решение в пользу методики. Да. Лучше, конечно, прочитать Базарного. Все выросли, как бы, и мы учились мальчиками. Да. Это отдельная тема. Это просто, я думаю, что вот там Андрей, возможно, даже лучше это расскажет. Да, давайте Андрею слово, может, потом... Поговорим, а по раздельным параллельным, по методикам Базарова потом, значит, да, это основную тему. Это огромная тема, на самом деле. У нас, я просто маленький пример. Оба учителя, которые к нам пришли, у класса девочек Татьяна Петровна, у нее 30-летний опыт работы, в том числе в школе. Она работала просто последние годы, ушла больше на репетиторство. Вот, в школе работал смешанный класс. Класса мальчиков-мужчина, он работал в муниципальной школе вот прямо до того момента, пока к нам перешел. Тоже смешанный класс. Когда они получили, прошло полгода, мы их попросили поделиться впечатлениями. Они говорят, мы больше в раздельный класс, ой, в смешанный класс мы больше не пойдем. Они даже написали по статье, каждая мы выложили в своей группе о своих вот этих вот впечатлениях. И иногда вот у нас, например, Илья Александрович, класс мальчиков, он в аспирантуре учится, ему иногда нужно уехать в Москву, например, в будний день. И когда у нас Татьяна Петровна остается одна в смешанном классе, небольшом, но все равно, это прям целое, мы очень ждем Илью Александровича. Кстати, статью Илья Александрович у нас с гордостью, хочу сказать, довольно такой хороший учитель. Он написал даже 3, кажется, книги, вот, если я не ошибаюсь. И его статьи... Нет, 3. Ну, 2, хорошо, 2, потому что я точно знаю, что... Вот. А его статьи печатаются в том числе вот эта вот статья про раздельное параллельное образование, напечатана в какой-то газете, учительской, журнале, педагогическом журнале, специализированном педагогическом журнале, он печатается. У нас ежемесячная оплата за школу 15 тысяч. Мы собираем эти деньги, что-то учителям, что-то в аренду, Еще что-то дополнительно чем-то помогать надо. Чем-то помогать надо дополнительно. Ну, сейчас у нас уже выстроен основной процесс. Ну, например, вот я по пятницам, дети ждут вот этого дня, вот про общий круг, как мы шли от этой темы. У нас, например, в пятницу общий круг посвящен, называется он «Вкусная пятница». Я в свое время очень глубоко, так скажем,
проникла здоровым питанием, у меня очень много рецептов, полезных сладостей, которые просто делаются. Вот, и мы с ними вот, ну, например, вот перед каникулами, сейчас каникулы, перед каникулами мы с ними посели пшеницу в контейнер прозрачный, там иммунная система видно, как развивается. Вот, сейчас вот она вырастет у нас за каникулы, мы с ней там коктейль, например, сделаем. То есть я как бы стараюсь немножко естествознания, поскольку в первом классе в советской педагогике естествознания нет природоведения. Поэтому мы, правда, через родную речь чтение идет, и вот через вкусную пятницу тоже я там немножко даю. То есть вот, ну, то есть это я делаю как родители, я за деньги не беру, не за продукты, которые я использую, не за время, которое... И зарядка, да, зарядка. Вот, да, по утрам уроки бодрости у нас папы, вот Евгений и в основном еще один папа, Михаил, да, вот, они проводят утреннюю зарядку, урок бодрости на улице каждый день. А там есть место? У нас парк рядом. Мы искали помещение так, чтобы рядом было место, где можно погулять с детьми. Это вот нам красное Нет, они же... в другом месте, это в другом городе. Мы, да, мы Просто же из Владимира. Там ничего нет. Нет, мы не зажжем. У вас сейчас только начальный язык. У нас сейчас, более того, у нас сейчас только первый класс. У нас А как вы планируете дальше ваших детей, ну, когда основное звено, когда такие дополнительные предметы появляются? Да, это уже предметы размышления. Мы уже начинаем потихонечку подыскивать предметников. Но мне повезло, мы живем, например, в нашем городе рядом со школой, в нашем доме живет много учителей. Например, учитель биологии, ну, там я уже готовлю соседку, она увлечена. Ну, то есть не так, что будут просто приходить, как учителя физкультуры, ИЗО, и, ну, как бы дополнительные часы не будет, и дополнительные... Ну, скорее всего, да. То есть у нас вот сейчас у нас есть, ну, основные два учителя начального класса, вот, и приходящие. А в более старшем звене, наверное, придется. Как туда старшие Как будут это? дальше пойти? Да. Знаете, я пока не могу сказать. Пока я не могу сказать. Там же много учителей. А из опыта Екатеринбурга у них там есть уже У них, основное звено? да, у них есть приходящие, да, учителя, но мы пока не погружались так, чтобы вот детально вам рассказать. Причем у них, кажется, около 20 учителей, да? Если я не ошибаюсь. То есть каждый это же предметик. Да. То есть сначала мы тоже вот пытались, так скажем, объять необъятное, потом поняли, что все-таки, ну, на данном этапе нам нужно двигаться такая стратегия малых шагов. Вот, то есть нам надо сейчас отработать начальную школу. То есть, несмотря на то, что уже конец учебного года, я бы не сказала, что у нас идеально отработан учебный процесс. Мы до сих пор его отрабатываем. Екатеринбург это делал 3 года. Они 3 года не вели дополнительный набор. Мы бы тоже хотели так сделать, но мы не можем себе этого позволить. У нас, например, дочка на следующий год идет в школу. Вот, то есть мы набираем детей на следующий год. То есть у вас ну, стандартно будет 7, ну, первый класс 1 учитель у девочек, первый класс у мальчиков. Также второй класс девочки, у них отдельный педагог. Да, все то же самое, то есть началка будет вот, ну, по алгоритму, который сейчас существует. То есть поэтому мы вот ищем уже помещение, где у нас должно быть 4 класса. На будущий год 6 классов должно быть. Ну, то есть на ровном увеличении придется и помещение, и учителей. Да. Но вот мы сейчас ищем помещение такое, чтобы можно было увеличиваться в рамках этого помещения. Потому что вот этот переезд, это, конечно, все. У вас учителя, они, это у них основное место работы? Или как подработки? Да. Основное. И зарплаты не планируете изучить? Ну, если мы сможем это сделать чисто финансово, то есть мы с удовольствием это сделаем, потому что, естественно, учитель должен получать, наверное, больше. Да, мы изначально действительно рассчитывали на большее количество учеников, и изначально у нас действительно была заложена зарплата там 50 тысяч. Это такие у нас программа максимум, можно сказать, но учителя были сразу предупреждены. 30 тысяч для Владимира, для них это очень даже хорошо, причем это минимальная нагрузка в плане всякой отчетности там, и прочего. Больше, чем в муниципальной школе? Больше, чем это больше. У нас, например, Илья Александрович работал в муниципальной школе, его зарплата была 24 тысячи. За одну ставку?
Начало Да, начальник Да, класса. вот ставку сейчас почти никто не работает. Но это с утра и до 4, наверное. Может быть, даже Плюс хватит, проверка да. тетрадей там. А дети тоже до 4 или это... Нет, это сейчас Евгений говорит, Просто видимо, про Про муниципальные. муниципальные. У нас дети. Вот я хотела Просто рассказать определёнки, я так понимаю. у нас нет проблем. Про расписание. То Давайте есть, про расписание это закончим, очень- вот мы будем. подожди. Вот, это очень тоже интересная тема. У нас есть методист Ну да, это. в школе. Когда мы задались целью составить расписание, оказывается, это не так просто. Потому что о какой длительности должно быть уроки, да? А что должно быть, какой предмет за каким? Ну, то есть, как оптимально выстроить учебный процесс. Мы стали поднимать санпины, но современные санпины позволяют все, в общем, там... Все, что угодно. Да, вот. Но есть такая таблица Сивкова, она есть, последний раз она упоминается в санпинах, по-моему, 96-го года. И в этой таблице расписана нагрузка по баллам на каждый предмет. И написано, опять же, оптимальное соотношение предметов на тот или иной день недели. И мы руководствуемся вот этой вот таблицей Сивкова при составлении расписания. Нет новых санкций, убрали все полезно, все. Да, то есть это понятно, что составлял не просто какой-то там Сивков один, а это целый научно-исследовательский институт, проведены соответствующие исследования, поэтому мы руководствуемся вот этими моментами. Расписание с 1 сентября у нас уже менялось 3 раза. У нас 5 недель учимся, неделю отдыхаем, мы корректируем расписание. То есть первый семестр дети должны были адаптироваться к новому ритму, поэтому уроки у нас заканчивались в 12 часов. Уроки продолжительность у нас по 40 минут. Хотя, конечно, должны быть по 30. То есть вы не берете советскую, это что по 45 как было советскую? Нет, советская как раз было, по-моему, по 35. Я вот сейчас рассказываю про таблицу Сивкова, про составление расписания. Вот. У нас уроки 40 минут. Значит, мы увидели с первого семестра, что дети адаптировались. То есть у нас за это время никто не болел из детей. Это тоже как бы показатель. То есть физика, она сразу дает какой-то ответный такой вот ответ, если что-то напряжение. Вот мы потихонечку увеличиваем стали нагрузку. Вот это вот сейчас расписание, оно у нас будет действовать, я думаю, до конца уже учебного года. Уроки у нас заканчиваются в 13:05. Сейчас зима на улице, и физкультура у нас чуть попозже. То есть 2 раза в неделю они заканчивают в 13:25. Физкультура идет последними, да? Да, последними. И сейчас она идет на лыжах, поэтому она у нас не 40 минут, а час. А как в школах это должно быть? То есть сейчас это тоже не регулируется, да? В школах? В школах, да. Я не знаю, как там составляется. Я просто с сыном недавно слышала, он говорит, мы сейчас пообедаем и побежим на физкультуру. То есть после обеда сразу на физкультуру. Нет, у нас вот, кстати, в первом семестре мы тоже допустили такую ошибку. У нас второй завтрак, и дети сразу ходили на физкультуру. Нам учитель физкультуры сказал, говорит, слушайте, переделывайте расписание. Ну, нельзя так делать. Они с набитыми животами, другими процессами Короткий перерыв, они там за 10 минут, по-моему, в себя закинули, все быстро. Да, быстрее мы побежали. поменяли время второго завтрака, мы сделали его пораньше, у нас второй завтрак, потом урок, ну, там, например, чтение или родная речь или арифметика, и только потом физическая культура. Вот, то есть мы все вот эти вот моменты учитываем. Но таблица Сивкова, она прям дает четкое достаточно представление. А кто у вас готовит? Про готовку. У нас есть небольшая кухня в школе, и мы хотели централизованно там готовить. У нас даже был период, когда мы это делали в мультиварке, мы варили каши. Но у нас учителя, особенно учитель класса девочек, подняла тревогу, не все дети их ели, поэтому они считали, что кто-то остается голодным. Поэтому просто сейчас носят с собой. Дети, каждый ребенок носит с собой второй завтрак. Родители уже к этому тоже привыкли. Вот. Мальчик и девочек, она Вместе, да. уже не делится, да? Наверное, в идеале, я думаю, что физкультуру надо разделить, потому что даже видно, вот даже по уроку бодрости видно. Я в сентябре тоже была на каждом уроке бодрости. Прям видно, что девочки устают быстрее. Но у нас пока нет финансовой возможности разделить.
А физкультура у вас тоже помещение есть, зал? Или У просто нас на улице физкультура платно? проводится на улице. Но в школе у нас есть помещение, спортивная комната. У нас там несколько шведских стенок стоит. У нас там кольца, канаты, турник. Вот, и дети там отрываются на переменах. У меня даже есть фотография найти на телефоне, где вот все дети висят на этой шведской стенке. Все, как грозди просто. То есть им необходимо, особенно мальчишкам, вот это вот выплеск вот этой вот энергии. Вот. У нас есть мальчики, которые, например, сидеть вообще не могут. Им надо все время стоять, при этом они стоят, они все время передвигаются. Я читала, у вас там вот здоровье оберегающее. То есть они могут во время урока, у них может, ну вот как по системе Жохова, да, может там человек ходить, или просто у них какие-то, они все вместе встают, знаете, разминку делают. я систему Жохова не знаю, поэтому я не могу здесь, да, прокомментировать, но вот Владимир Филиппович Базарный, у него есть четкая методика вообще, как выстроить урок. То есть дети в течение урока находятся в малой двигательной активности. Часть урока они стоят, причем в носочках на массажных ковриках, за конторками, которые с наклонной поверхностью. Часть урока, меньшую часть, они сидят. Иногда они вообще не садятся. У нас есть песочные часы, то есть у нас, например, 15 минут они стоят, дежурный по часам, там у мальчиков наблюдает, хлопок, дети садятся. Вот. Плюс учитель использует для объяснения материала не книгу, а весь периметр класса. То есть развешивается материал учебный на стенах, есть так называемые сенсорные кресты. Это вот две такие деревяшки с крючками, и он крепится на леске, чтобы он все время находился в минимальной такой вот колыхался. На него, например, вот сейчас у нас учителя вешают словарные слова. Поскольку происходит все время микродвижение до сенсорного креста, дети все равно на него обращают внимание. Во-первых, микродвижение глаза, плюс они запоминают еще и словарные слова на подсознательном уровне. Вот, это все вот система Базарного. То есть она, в принципе, предполагает построение учебного процесса таким образом, чтобы максимально соответствовать природе ребенка. А ребенок развивается в этом движении, особенно мальчик. У нас, вот, кстати, опыт был интересный. Мы замеряем здоровье, это тоже обязательное условие здоровья сбережения. И у нас вот мальчику одного в сентябре, у нас как раз медик наша заметила, замеряла зрение, отправили к офтальмологу, действительно проблема подтвердилась, один глаз 0,3, другой 0,7. То есть это какой-то диагноз, я сейчас не воспроизведу его название, сложное какое-то слово, которое в итоге, если его проигнорировать, косоглазие может быть. Медик дала учителю рекомендация, то есть, чтобы больной глаз задействовать, здоровый он закрывал. Ну, там повязки. У нас даже была мысль всем мальчикам, как в Суворовой, в этом, в Кутузово играть. Вот. И вот сейчас в декабре замеряли мальчик, ну, не единицу, а 0,9. 0,9 на оба глаза, то есть выровнялось зрение. А у вас учителя предварительно проходят какое-то тоже обучение? То есть они привыкли в школе, да? Да, они проходят. Не надо переключиться. Да, им нужно в это вникнуть. Во-первых, они вникают и сами. У нас, например, ну, поскольку у нас общественная деятельность в этом, у нас даже разработаны показательные уроки, с которыми мы ходили в нашу муниципальную школу с использованием системы Базарного. Вот вы показываете эти показательные уроки, там видно, как построение учебного процесса. Потом у нас есть специалисты, которые проходят обучение. Да. Приезжал, обучал. Да. Индивидуально. Да, то есть вот... Вы, да, по здоровью сберегающей системе? Да, вот в пятницу как раз-таки вот Андрей будет опять проводить обучение. Андрей Овсянников, прекраснейший человек, живший специалист по здоровью сберегающим технологиям. Он нам монтировал здесь уже тренажеры, ну, на нашей площадке. И я думаю, что не откажет никогда советом, и как выстроить правильно. Я родом из тоже, как и Евгений. Поэтому мы переехали.
Да, вот Робин Зеленский, военный, потом Можайского закончил, служил на космодроме, вот, потом пошел в педагогику. Тема здоровья детей давно очень интересовала, поэтому пока служил самообразованием, занимался очень много. Военный институт физической культуры там окончил параллельно. Вот, ну и пошел потом в педагогику. Ну что, ученик базарный, надо сказать. Ну и Да. ну, с базарным взаимодействием немножко дальше. Сейчас в Ленинградской области живу. Вот, работаем в Гатчинской гимназии. Сколько классов? 5 классов. 5 классов по здоровью сбережению. Самое интересное и в начальной, и в среднем, и в старшем. Они же немножко по-другому государственному. В государственной школе вот, мы, да, 5 классов. А как 3 вы начала. отстояли, это разрешили? Ну, вот это был первый самый тяжелый момент, что называется. Во-первых, педагогами не могли найти. Там согласилась женщина, которая за маленькую премию там готова много чего делать. Вот. Сделали, в общем, родительское собрание собрали. 26 были против, 4 за. Сам инструкторы, значит, и медики. Вот. Все были за из этих профессий. Директор сказал, 3 месяца, значит, применяем. Если что, вашим всем остальным, кто не будет согласен, значит, поставим столы. Через 3 месяца, наоборот, 26 за, 3 против. Это в одном классе. Это в одном классе. А как это? Дети сами говорили, что им нравится, да? Да, и мы 3 сказали, что, значит, давайте поставим вам столы. Никаких проблем. Просто я об этом тоже много слышала. Нет, Про значит, высокие детям стола. нравится. А почему-то никто в школах это не делает? Но это нарушение закона. У нас, к сожалению, вот написано уже, не знаю, пачки писем, министерство, значит, в разные уровни. Это целый комплекс проблем. Почему это не Да, внедряется? статья 28 федерального закона о санэпидблагополучии, они даже вот, когда четко их вопрос по этой статье спрашивается, они его просто обходят, и его не существует. Андрей Андреевич, можно как бы, да? Да. Скажу, вот они вдвоем, вот мы еще вот Анна Сергеевна здесь, мы провезли по 12 районам 3-4 часа семинар вели. Залы хорошие набрали, учителя все хотят внутри базарного работы. Есть директора школ, которые очень просто говорят, дайте все, вот не выступали, нам нужен такой газ. Но когда мы вопрос подняли в общественной палате, пришли к заместителю мэра города, все, да, здорово, но все оказалось очень банально. Потому что весь бизнес, который с деревом связан, он просто заточен на столы. Это огромные средства, чтобы им поменять производство и куда-то сбывать эти столы. И лично вот я сделала только однозначный вывод. Пока власть не договорится с бизнесом и не даст приказ и специальный закон не выпустит, что он их будет как-то дофинансировать, ничего не поменяется. Потому что когда диверсионно убрали все парки и поставили столы, понятно, что все начали этот бизнес подхватывать и так дальше. У нас везде, сколько здесь всяких разных предприятий, которые этим занимаются. Затем, значит, как только мы начали говорить, ага, а вот давайте вот там 12 регионов общественная палата посоветовала правительству, правительство может нас внести, мы очень большую работу провели. Мы просто, я не знаю, несколько месяцев с осени до весны мы занимались продвижением методики базарного. Но народ у нас спящий, надо сказать. Вот мы все понимаем, мы встали, ушли, и вот все это здесь останется. Если бы бомбили все письмами, если бы говорили, да, мы тут соорганизовались, давайте нам, мы никакой другой методики не хотим, даже на работу не пойдем, если вот не будет этих столов. У нас нет таких активистов. И затем выясняется, что по 44-му закону оказывается, что вы просите, вот когда появятся такие же предприятия, когда тоже они встанут в этот конкурс, чтобы вот, да, конкурировать с конкурсом. Вопрос решается. Да я знаю, Это но заказ просто по заказу? нет. Оказывается, есть четкая формулировка, которой вы поделитесь. Нужно говорить о классе комплекте. Да. И когда вот вы так напишите письмо, они уже даже просто не смогут по-другому ответить. Но это должны писать те люди, которые непосредственно
являются родителями определенной школы, являются руководителями определенной школы. Ну, заказ пишет заместитель директора. Да, да. В перечне работ, который, в общем, должен указываться в оборудовании, вы можете как родители заинтересованно попросить срочно тренажеры, потому что Тех в заданий классе, называется. да, Мы тоже проходили через То есть это. здесь У даже нас- можно оборудовать, например, класс по ЗСТ, по здоровьесберегающей технологии. Но будут ли педагог с ним работать? Это тоже вопрос. Да, да. 4 условия. Да. Родители, педагог, да. директор школы Да, это и деньги. связка. Да, связка. Ну, то есть 4. управление Одновременно. наше, Да. Министерство управления. А многие родители даже никак не хотят к этому не будут. Очень много. Да я вам скажу больше, некоторые родители вообще нам говорят, во что мой ребенок будет стоять. Да, да. Вы что? У нас Да, что-то да. от директоров, что мы слышим, еще конторки продаете, что ли? Ваш бизнес, что ли? То есть, вот, ну, то есть, вот, полное. А про сенсорный когда нам стали рассказывать, нам директор одной школы вообще сказал, у нас светское учреждение, мы с крестами пришли. Но для этих кресты не договорились, для чего уже, я уже поняла, для чего, что я когда еду, что-то движется, сразу это смотришь. Конечно. То есть это даже не думаешь об Да. этом. То есть базарный, он разработан. Рекламу не должны это Да, рассчитывать. сам, как построить учебный процесс так, чтобы это, да, технологически, чтобы это было близко к природе ребенка, одновременно, чтобы учителю облегчить задачу по усвоению ребенку нового материала. При этом программа учебная, она может быть любая, не затрагивает учебные программы. Это просто построение учебного Та же процесса. самая программа. Да. А вот программы, вот они вот изучают вот это вот по-советскому, вы говорите, а в школе изучают другую программу. А как они будут сдавать? Они же не знают того, что в школе. Да. Вопросы-то ведь Да, делают. да. Ну вот смотрите, что мы сделали, вот, например, вот в Новый год. То есть мы все равно, родители, как вы видите, проголосовали, что мы не хотим в этом году пока аттестовываться, но мы все равно стараемся контролировать этот процесс, и мы детям дали контрольные по ГОСу, то есть по тем программам, которые сейчас дети изучают, ну и, соответственно, по советским. Когда мы им дали по ГОСу, вот Бог не даст соврать, я все говорю, что за детский сад? Вот. То есть они с ним справляются. Они справляются, да, да. Они сейчас более, они вот уже уходят, например, по арифметике, очень показательная арифметика. Вот они сейчас уже изучают таблицу умножения, Я а в думаю, современной точно школе, получается, конечно, математика, русский, это как бы точно там не надо, как сказать, уже ни разу не отличаться. Да, а вот когда мы будем проходить аттестацию, мы уже будем выделять, возможно, один семестр для того, чтобы их подготовить, потому что у нас нет окружающего мира, вот этого, да, даже нет окружающего мира, вот этого сумасшедшего. Вот, то есть, скорее всего, будем выделять время именно на... Аттестация по всем предметам будет получается, да? Или по Ну, по некоторым? предметам первого класса. Должно быть. По всем Не по, предметам. ну, аттестация должна быть, то есть ГОС он на всю начальную школу. И под конец 4 класса обязательно аттестация. Просто там даже ошибки, вот я смотрю, вот такие ошибки, что ну, как бы, учить будем другому, а там надо ответить неправильно. Ну, вот я вот Слушайте, английский даже вот учусь с ребенком, она открыла, там написано чипс это картофель фри. Я говорю, как чипсы это чипсы? Даже переводишь, где чипсы. Почему картошка фри? Она по-другому потейто. И даже учит неправильно. Ну, смотрите, вот если строго по ГОСам подходить, в начальной школе, в обычной, вы зайдете в любую школу, у вас нормальный весь класс там не пройдет аттестацию. Вот если пополнить, естественно, там система баллов. Вот ОГЭ взять в ГОС за 9 класс, да, 100% довольно и сложно. просмотреть. Но там выясняется, что там 4, по-моему, экзамена всего надо сдать. То есть из всего, что там во всех предметах перечислено. И все. Но я говорю, не все предметы. Ну, Основные. в началке Для... основные нужно знать, да, все равно. Но я вам просто что говорю, что система оценивания, там не 100% надо, значит, что каждый выбирал. Вот. Во-первых. Во-вторых, в школе, если вы посмотрите в любой, там дети не выдают там даже 80%. Там Они там в таком, считается уже находятся ниже плинтуса, извините, за исключением там, ну, здесь 30-ка есть, что... Ну, я Да, насколько лицей. знаю, у нас есть школа тоже частная, семейная. Вот, они договорились со школой, с муниципальной, и у них форма сдачи вот этой вот нет, не дистанционная аттестация проходит как-то по договоренности с учителем.
учителя, то есть учитель из муниципальной школы приходит на занятия, на урок, да, смотрит, как дети занимаются, и говорит, стоит. Ну, здесь еще, да, здесь вопрос договоренности. договоренности. Есть, я вот этой осенью ездила на съезд сталинского букваря. Это как раз люди, которые пересдают советские учебники. Появляется в России много школ, которые по этим учебникам советским работают. У них вот съезды каждый год. Я в этом году ездила на сталинский букварь, и каждый делился опытом как раз в том числе по аттестации. И вот одна из школ, они договорились сейчас с муниципальной школой, и заранее просто дают вопросы, и они готовят на них ответы. Ну, даже вот так. А кто-то заваливает. Сознательно. Да, сознательно. Но есть несколько вариантов. Можно прикрепиться к муниципальной школе, там проходить аттестацию. Можно непосредственно по районам, в определенной школе, где дети учатся в течение года, полугода, и сдают экзамены непосредственно в школе. И это даже нет проблем. То есть школа выделяет день, выделяет педагогов, чтобы сдать экзамены на аттестацию. Так и стресса меньше для детей. И школа, как бы, и частная школа имеет возможность реализоваться и продвигать свои идеи. Да. Вот где, вот Екатеринбург, например, они по другому пути сейчас пошли образовательную лицензию, и они проходят аттестацию. Вот у нас есть... Нет, не дистанционные, но есть и дистанционные площадки, где за определенную сумму проходят аттестацию. Частные школы, некоторые 5-7 классы дистанционная школа. Да, то есть, да, здесь вариантов. Вот у нас Светлана сидит, она тоже ведет свою семейную школу частную и может поделиться тоже, как они. Нет, про аттестацию просто по городу Ижевску на самом деле все собирают словником, охватом, вот все школы прикрепляются, кто-то на выбор детей. Вот некоторые и аттестуются в муниципальной школе, кто договаривается, что к ним приходит, это договоренность по частному, то есть вариантов куча, это действительно договоренности, конечно. А предметы, которых раньше не было, сейчас уходят, например, рано учить начинают рано, компьютер, там, информатику, еще что-то, это все тоже будет или... Пока у нас Ну, я имею в виду, что в будущем как-то. Они... Информатика, наверное, Вот что в школе будут какие предметы, такие будут и на семейном. это уже больше, она же не обязательно, кажется, информатика. Ну, мы сейчас говорим о том, о чем мы не знаем. Я не могу сейчас. Мы еще дорастем. Просто я вот на программировании училась в ЖГТУ, мы учили там языки. Вот я закончила, лет 10 прошло, подруга у меня в школе заканчивает школу, они уже эти языки там учат. То есть я говорю, как вы там, зачем вам они там? Я могу вам только здесь сказать, как мне нравится, как сказал Ашманов, что, ну, наверное, знаете, вот что Игорь Ашманов, он говорит, что программирование – это математика. И здесь не нужно ни компьютера, ничего. Он говорит, это надо учить математику. Там логика еще, там много всего. Советская школа как раз надает сильно математическую. Да, а программистов, как раз хороших программистов и специалистов корпораций, ну я сам айтишник, вот айтишные компании, они еще на физмате, не где-нибудь там на маркетологах или в школах, они ловят их на физмате. Хороший. Да, они, даже если ты не знаешь языка программирования, а знаешь математику, все, они там прям их отлавливают. Вопрос о детских организациях. Сейчас вот прям такое время, что нужна детская организация школьная. У вас, если я посмотрела, все принципы, они соответствуют каким-то таким правилам. Этому посвящение, то есть что такое посвящение? Это определенное испытание, это не какая-то формальность, да? Поэтому у нас дети, так скажем, будут проходить определенные испытания, они что-то должны сделать для школы. Вот девочки сейчас будут для школы вышивать там скатерть, мальчики будут делать для школы тоже своими руками из дерева поделку, да.
Потом на Масленицу запланирована игра «Зорница», ну вот как бы а-ля «Зорница», то есть там тоже будут определенные испытания. И уже в конце учебного года посвящение у нас есть в области музея Жуковского, в Костыже у нас там основоположник российского воздухоплавания, планируется на вести. Так, вас слушаются американским фильмом, испортили ощущение этих вступлений, там, посвящения, как-то они там пьют, Вообще торжественность ушла у нас да. всех мероприятий. После всяких фильмов эти слова как-то уже по-другому воспринимаются. Ну, просто нужно как бы вот понять, мы вот думали, как, повяжем им что-то или прицепим, но они должны понимать, что это. И да, то есть то, что они просто перешли на другой уровень, они уже не очень маленькие мальчики и девочки, они уже гагаринцы, и этому уровню нужно соответствовать. Даже у нас, например, мы напечатали флаги с названием школы имени Гагарина и хотели вроде бы на физкультуру ходить с этими флагами, чтобы как бы строем ходить, чтобы все мальчики воспитывались. А потом подумали, что флаг и стать знаменосцем – это большое достоинство, это надо заслужить. Не просто так. Вот насчет этого мы еще не продумали, надо тоже сделать что-то вроде посвящения или какой-то хотя бы лекции им прочитать, чтобы они понимали, что такое знамя, что должен соответствовать знаменосец какому-то уровню, какому-то. Быть достоин этого, не просто так дать ему знамя, и он пошел с ним. Ребят, мне кажется, тут надо прямо идти на кафедру педагогики, во дворец пионеров, потому что вы в правильном направлении идете, но нужно помнить, что вот если ты посвятил гагаринцев, вот эта первая инициация, она уже предполагает, что в следующем возрастном периоде ребенок еще тоже станет, да, и вот это да. развитие должно быть, во-первых, в одном ключе, должно идти в соответствии с их возрастными особенностями. Если не будет наполняться вот эта внутриорганизационная культура дополнительными какими-то красивостями, такими игровыми, то, в общем-то, можно очень быстро вырасти, если даже вот на какой-то период там опоздать. В советском периоде это все было. Да, октябренок, пионер, комсомолец. Не изобретать, там есть сокровищница пионерского материала. Я могу тоже поделиться, правда, у меня в книжном электронном нет, как бы сломался, да, этот полетел компьютер. Но я это с удовольствием делюсь. И там тоже все атрибуты, и знамя, и горные на трубах, они барабаны, все это было, вот вся эта атрибутика, она очень позитивно влияет на воспитание. Я хочу сказать тем, кто вот сейчас нейромедицина в пионерской, вообще нейрофизиологи подтверждают, что все вот эти смотры песни и строй, когда направо, налево ребенок обучается владеть своим телом. Да. Потому что если этого не было, вот просто выстоять минуту, да, там, пройти торжественным шагом, оказывается, это естественный уровень, когда он начинает просто-напросто помнить железобетонно, где у него право, где лево, и он умеет шнурки завязывать, но особое раздражение вызывают сегодня дети, которые вообще не могут выполнить какую-то мелкую работу, элементарно за собой там самообслуживаться и так дальше. Поэтому в очень правильном направлении. А вот вопрос, вот такие детей растите, а потом как они в этом переживают? Даже не с кем будет пообщаться. Да нет, знаете, хороший вопрос. Да, но я вот дочь учу, например, вот играть, чтобы она в телефоне сидела. Вот я говорю, иди это сделай. Она как бы играет, к нам приходят дети, они сидят в телефоне. Что с ним делать? Изначально мы на самом деле так и думали, как вы сейчас рассуждаете. Поэтому мы пошли в муниципальную школу, чтобы все дети были. Да, потому что дети страдают, они. Поэтому потом мы пытались, с ними потом пытаемся пообщаться даже. Достучаться, да. Но сейчас надо хотя бы начинать с себя. Я думаю, если мы будем иметь какой-то сами иметь какой-то достигнем какого-то уровня, я думаю, многие люди увидят, как-то начнут притягиваться. Многим проще дать телефон, об этом не думают. Они, согласен, возможно, не бывает такого, что все общество идеальное. Да. Такого не бывает. И поэтому, когда мы ходили по муниципальным школам, по всяким нашим министерствам ездили, мы вот пришли к выводу, что мы лучше сами сделаем, вот
как мы видим, да, и мы можем показать, приходите к нам, посмотрите, да, давай, вам нравится? Давайте это дальше. И вот мы, например, мы с Андреем познакомились в 2018 году, с 2018 года эти частные семейные школы, они как грибы. Вот просто по всей России, потому что мы сейчас мы во всех всероссийских чатах, их сейчас много. Вот, они как грибы. Вот даже у вас в Ижевске не одна же школа частная. Почему они возникают? Потому что родители начали задумываться, что что-то не так, что-то не так. Да, и этих вопросов все будет сейчас возникать все больше и больше. Вот я, кстати, вот про что-то не так хотела, хочу отметить 3 основные книги, которые, вот, на мой взгляд, должны прочитать родители, которые хотят понять, что происходит и куда двигаться дальше. Это вот первая книга, это вот эта самая основная Владимира Филипповича Базарного «Дитя человеческое». Вторая книга, если мы хотим понять, а что произошло в нашем образовании и почему, вот эта вот книга Игоря Петровича Костенко «Реформа образования в России 1918-2018 года». Это математик, ученый, да, он всю жизнь преподает. И он говорит, что он учился вообще по сталинским учебникам, еще он же очень пожилой человек. И он говорит, я в 70-х годах, уже даже в конце 60-х, увидел, что приходят студенты из школ менее подготовленные и менее любознательные. И вот оттуда он начал анализировать, как целенаправленно, по его выводу, просто убивалось наше математическое образование. Вот. Но его выводы, они в равной степени, их можно отнести и вообще к образованию в целом. Вот это. И вот эта прекрасная книга «Начальник курса педагогики» Смирнова, это переиздается на сталинском букваре тоже. Это вот настольная книга у нас вот у всех у организаторов школы. Я бы ее назвал по-другому. Это начальный курс педагогики для родителей. Да, да. Не только для учителей. То есть здесь и начало физиологии, и, ну то есть тут много очень интересных вещей. Дети все блестяще справились. В крайнем случае, в конце года кто-то может онлайн аттестацию пройти сам, добровольно. Без всяких там бесплатных 15 тысяч, по-моему, заплатить. Там, по-моему, даже сами по себе знания как таковые и не нужны. Главное заплатить деньги, насколько я понимаю. Да. Там, и сел родитель рядом и вместе со своими ребенками. Ну, там без камеры, без всего. Да, Я да. все творчество смотрела. Там начальная школа где-то порядка 10 тысяч. То есть даже если не захочешь, там без камер, без всего, есть тренировочные тесты, и 3 попытки дается, и выгодные высшие баллы, из 3 попыток просто выставляется. У нас дети пишут пером, хочу вот вам показать. Это... похвастаться. Да не похвастаться, просто показать. Это вот 4-я тетрадка сына нашего. Это октябрь, это ноябрь-декабрь, вот это вот отдельный листок, это январь. В рамках советской прописи или отдельно каллиграфия есть? У нас был отдельно каллиграфии предмет, был. Мы вводили. И по этому предмету учителя работали по учебнику рисования с детьми советским. То есть, там... Это чисто писание. Вот эта тетрадь, это просто чисто писание. Ну, хорошо. У нас 4 класс, непонятно как пишет. А вы полностью по сталинской букве идете? А? По сталинской букве полностью идете? По их программе? Ну, сталинского букваря нет. Ну, в смысле, вот как бы... Советская Учебники мы подобрали сами. У нас, например, арифметика не пчелка, а Попова. Потому что, насколько знаю, большинство пчел. У нас арифметика Попова, русский язык Костя, но он так есть. Буквально у нас Рядозубов. Я вот видела одну школу, по-моему, в Новосибирске, они по советской классу тоже учатся. Это прямо школа, не класс даже, а школа. А сколько это вот реально, вот мы, получается, смиряемся с тем, что в школе делать нечего, а организовать это как-то в школе, вот если родители все, допустим, скажут, это возможно? В законах нет оснований. ГОС То предполагает... есть они все-таки... Смотрите, ГОС работает по рекомендованный список учебников. Сейчас у них порядка 1500 учебников. Советских учебников там нет. Вот, в общем-то. А как та школа туда получилась?
Это какая-то инициатива родителей. Я знаю, что некоторые учителя используют советские учебники, но неофициально. Ну, вообще, Надо вот там смотреть есть какой-то статья, ответ, которая например, запрещает, семейную школу. использовать учебники. Я еще знаю, что делает ну, система, что родители могут организоваться, сами нанять педагога и на базе какой-то школы делать образование. Это позволяет. Да, Сейчас попробуем. Кабинет. И все старое просто предписание тут же все выполнить. А вот, избавиться. Ирина Евгения, как объясняет педагоги детям вот колхоз? Вот с этим вообще нет никакой проблемы. Колхоз, как мы объясняли колхоз? Мы нашли картину, где люди коллективно трудятся. Что такое колхоз? Это коллективное хозяйство. И как учитель объясняет, то есть он говорит, вот ты один спашешь это поле? Да нет. А если вас будет много? Сможете? Да, конечно. Вот это коллективное хозяйство. Ну, то есть, вот, в этом нет никакого как бы противоречия такого. А вот моменты там, где, ну, как бы, лики вождей, да, вот тексты о Ленине, Сталине, Ну, прям мы до читаете текстов или что-то? нет. Мы не читаем, но мы рассказываем. Слушайте, там Что такой это наши... текст, Да, там такой текст, слушайте, вот если там заменить слово Ленин на Путин, вот там он учился хорошо, там, ходил в школу, вставал рано, ну вот просто-напросто имя Владимир, а Ленин-то, по-моему, 2 раза встречается, и все. Вот, можно про любого мальчика так, там хотите, можете вообще, если учитель же сам может решать, ну давайте пропустим эту страницу. Ну и все. Ну, мы нет, дети видят картинки, конечно, они спрашивают. Просто они знают, что у нас сейчас руководитель государства – это Владимир Владимирович Путин. А раньше, до этого, был и Ленин, был и Сталин. То есть они все это знают. Ну, а что в этом плохого? Нет, я спрашиваю с позиции родителей, потому что у нас вокруг школы много родителей различных взглядов. Но как бы вот просто как эти вещи решаются уже в группе. Да, Ну, сейчас, если родители скажут, что давайте не будем, пусть учитель пропустит эти 2 страницы. Есть явные задачи такие, например, вот в учебнике Поповой одна задача есть. Но это одна на весь учебник, и ее, конечно, просто дети не давали, что в сентябре в классе было 9 безбожников, к Новому году безбожников стало 15. Насколько безбожников стало, там больше. Вот, то есть мы просто это не даем. А новейшая история тоже это ведь надо тогда новый учебник? Или вы сами как-то рассказываете? Мы еще не доросли. Мы пока не доросли, да. А вот опыт там, говорите, у кого-то там есть? Нет? Но пока вот новейшей истории пока у нас нет. Или там тоже, наверное, выборочно как-то, чтобы В начальной школе академии вообще изучается. преподнести это по-другому. История это такая вещь, может, Да я как знаю, мы да. дорастем, уже изменится. Перепишу уже 10 раз. Да, что дети дорастут. Родители дополнительно также еще покупают советские учебники. Нет. Все обучение происходит только в рамках школы. Родители не докупают. Учебники мы покупаем в школе, они остаются в школе. Это школьные А учебники. домашние задания нет. Да нет, ну как же. Советская методика как раз-таки предполагает домашние задания Это аж как- с 1 сентября. Это как в школе. В обычной школе Как им выдаются домашние задания, если у них, ну, сейчас у нас есть учебники, где есть упражнения, да, которые они выполняют. Нет, так же. Они носят учебники с собой, когда у них домашние задания, поэтому учебники. У вас, получается, нету продленки, да? То есть у вас только первая смена. У нас продленки нет еще по тому соображению, что начальная школа, дети еще маленькие, они устают. И это было как бы основным, почему мы не взяли за организацию. Потом, мы уже перед Новым годом с родителями обсуждали, нужна ли продленка, и постоянно, вот каждые, вот все 5 дней, она нужна была только одной семье. То есть, и получается нецелесообразно, да, то есть понятно, что на продленке должен быть отдельный учитель. Учителя, которые работают с детьми, с утра ведут основную программу, они половину второго у нас уже уходят домой. Им нужно подготовиться к следующему дню, им надо нормально отдохнуть. Вот, поэтому на продленку будет другой учитель. Я думаю, что на будущий год мы уже зададимся. Можно 2 слова про ребенка? Он был сейчас в
школе сделали здоровьесберегающий класс, все там работает, продленка. С часу до 6 вечера некоторые дети сидят вообще без отрыва. Там вообще другой педагог, она там прессует еще хуже, короче говоря. То есть педагог тоже... Уроки, по-моему, Да, нет, они уроки делают, гулять в первую естественно. очередь. Ну, вот мы ходили в Нет, школу, у нас там есть, конечно, вот вначале. продленку можно же вот ЦВД бесплатно выдают, можно же куда-то водить рядышком. Так что продленка это тоже очень ответственно. Ну, мы вот гуляли от школы до вот этого ЦВД, они там чем-нибудь занимались, потом обратно. Ну, у нас просто сейчас, вот, как оказалось, ну, нет такой прям острой необходимости. Поэтому, да, мы просто... У нас многие дети заняты на дополнительных еще занятиях, там, многие музыкой занимаются, да, поэтому родители забирают и домой покушать и дальше. А как родители работают? Родители, у нас все родители работают. По-разному. Все выкручиваются, вот выкручиваются, как могут. Да. А скажите, а вот вы сейчас начали проводить для подготовивших занятия, вот как вы их организовали, на какой вы их программе, то есть на основе уже того, что с первым классом? Нет, у нас ведет сейчас подготовишку наш методист, которая вела подготовишку в прошлом году. Да. Олеся Михайловна, она очень проникнута системой Базарного, да, и она, так сказать, она прямо чувствует детей. Мы не берем ни буквари, ни родную речь, но чем мы тогда будем в первом классе заниматься? Основная цель нашей подготовишки – это сплочение коллектива. Причем как детского, так и родительского. То есть пока она, например, работает с детьми, то я там или еще кто-то из организаторов, мы сидим, общаемся с родителями. То есть, опять же, вот, если мы говорим про просвещение, да, вот как раз мы, да, сонастраиваемся тоже. Ну, в общем, вот. А и что-то вот эти вот дошкольные пособия берете, которые есть там 4 времени года, вот это как-то используется в работе с подготовишкой? Я думаю, я не могу сейчас сказать. Каждое занятие там строится индивидуально. Где-то они рисуют, где-то лепят, где-то считают. Подожди, каждое занятие у нас идет 1,5 часа. И оно разбито, по сути, на 3 занятия. Чтобы подготовить к письму. Сейчас у них есть, они вот сейчас, например, на последних 2 занятиях одновременно 2 руками рисовали какие-то узоры. Потом это чтение, подготовка к чтению. То есть задача еще выровнять детей примерно, все, чтобы они были. И арифметика. То есть это 3 составляющие. Но, как правило, вот эти 3 составляющие, они объединены общей темой. Вот последняя тема у нас была, это птицы зимующие. И вот все вокруг этого крутилось. Это должен, в принципе, педагог очень основательно подготовиться, подобрать методический материал, какие-то там пластилины. Ну это прямо из заготовки не надо. Я могу, Катерина, напомните мне, пожалуйста, я вам скину КТП, календарно-тематический план по подготовишке. Мы в том году писали, и, в принципе, в этом году мы идем по нему уже. Вот люди за год готовятся, подходят основательно. Не то, что мы там сначала... Да и мы также, у нас помещение по школе, вы помещение готовите основательно, а у нас оно появилось 1 августа, за месяц до начала учебного года. И мы в этом помещении, можно сказать, жили там чуть ли все по очереди. Да, весь август там работали. Поэтому здесь... Да. Ну Еще и... вопрос можно, вот переводчики пишут, например, дети, да, потом, если они на руки обычно... У нас не перьевая ручка, у нас прям перо с чернильницей. Да. Нормально они пишут потом. Это все у Владимира Филипповича тоже есть. Все это научно утверждено. То есть для чего вообще переводит письмо? Для чего, да? То есть рука, ритм руки соответствует ритму сердца, и наоборот. Сердце подстраивается под ритм руки. Когда мы пишем шариковой ручкой, мы должны все время нажимать. Это стресс для сердечно-сосудистой системы. Вот. Это спазмы мышц, да. ребенок сжимается, напрягается,
Да, да, вот у Базарова это очень хорошо описано, поэтому мы берем перо, а перо, элемент каждой буквы, он пишется отрывно. Мы отрываем букву, плюс мы тратим время на то, чтобы окунуть перо в чернильницу. Это расслабление и отдых, да. Я сама иногда пишу пером, вот, ну прям действительно туда Просто посмотрите да. внимательно, да? Чем перо даже от перьевой ручки отличается? Ну, вот у нас такое было тоже, да, сохранилось традиция. Вот. Шариковая ручка, она требует постоянного давления. Постоянное давление, считаем, стресс по среде, это, значит, вне зависимости от того, чем он вызван, статическим мышечным напряжением, либо отравлением ядами, это, значит, физиологическая реакция одинаковая. Смотрим на ребенка, видим статическое мышечное напряжение. Шариковая ручка требует давления, значит, этого не избежать. Перьевая ручка, она позволяет давить, но не требует этого. А перо, пока ребенок не прочувствует тонкий край бумаги и не расслабит руку, он не запишет пером. Понимаете, да, разницу? Очень сложно, значит, переучивать уже взрослого, ну там среднего звена после обычной шариковой ручки на перо переводить. Нет, сложнее, чем то есть новичка. Вообще никаких проблем. Нет? Дети, мы проводили в обычной школе у нас уроки здоровья, и многие дети просто взяли перьевую ручку. Одна девочка взяла просто перо из чернильницы, начала ходить на уроки. И все, значит, это 10-11 класс. Все успевал записывать. То есть переход, он как бы в любом возрасте возможен. Я же не переживаю. Скажите, пожалуйста, что индивидуальный темп ребенка, то есть кто-то быстрее, да, соображает, кто-то помедленнее. Каким-то образом это корректируется педагогом? Учителя, да. Поскольку у нас классы малокомплектные, у нас, по сути, получается индивидуально. Во-первых, возвращаясь к разделу параллельного обучения. Девочки, реально, они... Да, да. Это, вот этот факт, мы это прям видим. Если мы объединяем их, это, например, было у нас 2 раза, то учитель девочек дает девочкам отдельно более сложную задачу, она решает, а она работает с мальчиками. Вот так. Среди мальчиков и среди девочек тоже разный уровень. Кто-то быстрее, кто-то медленнее, кто-то более сообразительный, кто-то там поболел, вообще отстал. Но поскольку у нас там у девочек вообще 3, у мальчиков 7 человек, вот учитель... Мальчиков 5. Мальчиков 5. Ну еще придет сейчас с февраля. Вот, да. Поэтому учитель индивидуально подходит к каждому. Кто побыстрее, он просто дополнительное задание дает. А вот кто дома один организует это, дорого очень обходится, вообще есть такие, и они, родители прям сидят с ними, или прям сидят, конечно. Прям сидят и... Ну, вы знаете, у нас, например, вот наш методист, Олеся Михайловна, почему она погрузилась вообще в Базарного и в советскую педагогику? У нее сын сейчас в 5 классе. Когда он пошел в 1, у нас не было никаких альтернатив, он просто пошел у нее в муниципальную школу. Но по выходным она с ним дома занималась по советским учебникам. Да, и тем самым он очень легко прошел вот эту вот программу, потому что советские учебники, там логика есть, в отличие от современных, как я понимаю. Поэтому ему сейчас достаточно легко даются школьные программы, и они до сих пор так идут. То есть он муниципальный, она ему предлагает, давай, может быть, уйдем вообще из школы, он да нет, мне вроде там потусоваться хочется. Ну тогда это получается базовые знания, это с 1 класса они все идут, а если ты в эту школу идешь в 5, в 7 классе, как это догонять? У нас такого опыта нет, есть опыт у других школ, работающих по сталинскому букварю, я знаю. Вот. Но они каким-то образом уравновешивают их. Кто-то летом занимается, кто-то дополнительно. Да, то же самое делают репетиторы, когда вы приводите ребенка, у него пробелы. Они просто выявляют эти смотрят, пробелы, что он знает, что не знает, конечно. и подтягивают. Да, конечно. У вас еще в описании образа выпускника такая строка, последний пункт, по-моему, что ребенок выходит со специальностью со школы. Это наша мечта. Да, мечтаете? Да. Мы написали больше, чем пока у нас... Ну, как бы наш, это же идеал. Ну да. Да. Вот, и к идеалу мы идем последовательно. То есть, как это было в школе Щетинина,
как это было в педагогике Макаренко, да, то есть дети, помимо того, что они обучаются в учебниках, они получали какую-то рабочую там специальность, кто-то, например, это было и в советских школах. Начальная школа, что ли? Нет, почему? Кто-то на права сдавал, Нет, ну вот- кто-то столярничал. Да, кто-то во многих советских школах, особенно Да. деревенских, вот параллельно шло образование тракториста, моториста, доярка, это. То есть Ну, не только, не до только. сих пор еще. Я у меня да. жена закончила школу, вот в каком-то 2004 закончила, получила корочку начально-педагогическое образование. Я в 90-м Профильные закончил. классы точно, Профильные юридический классы, был, там да. еще какой-то был. Да, Так что- да, то есть здесь вот речь вот именно про это идет, но поскольку у нас пока вот начальная школа, то есть это наша перспектива, мы к этому идем. То есть не то, чтобы ребенок вышел чисто с какой-то теоретической там базой, да, чтобы, во-первых, он это полученные знания применил на практике, а раз он применяет на практике, то надо ему постараться дать какую-то... Там варианты есть. Например, я вот, как говорю, в 90-м году закончил школу. У нас труды были очень такие интенсивные. У нас там были станки сверления, фрезерования, токарные. Мы немножко с этим знакомы. Но кроме этого мы еще и работали нас почему-то. В прямом смысле мы работали, тогда было 4 часа в 10 классе 4 часа разрешено было работать, и нас отправляли на Ишбаш. Мы работали на Ишбаше, делали там что-то по производству. У меня до сих пор есть корочка, там, по-моему, фрезеровщик, что ли, 4-го разряда или 3-го разряда. Вот со школы я вышел вот с такой вот корочкой. Один раз в неделю на 4 часа работали. С такой гордостью мы ходили, вот этот на Ишбаш, там, где это, где башня-то это сейчас реставрируется на Запад. Недавно же, мы ее реставрировали. Да. Вот. И мы делали детали для стрелкового оружия, там кто-то там сверлил, кто-то там что-то напильника делал, но все равно то есть для нас, например, возможно точно такой же вариант, возможно у нас будет какой-то свой небольшой кабинет труда, там возможно будут какие-то станочки у нас, Будем делать возможно у нас будет, я даже уверен, у нас должно быть какое-то небольшое приусадебное хозяйство, и мы там тоже будем получать какую-то профессию агронома, грубо говоря. А вот если в Советском Союзе вот вся эта система была, люди учили, люди с образованием ходили, но не все же люди были также благополучно, ходили в хорошую работу, то есть если образование себе не дает, это уже сам человек потом выбирает. Ну, конечно, конечно. Ну, благополучие. Ну, как говорится, мы Да, привели и коня к мы дали, водопою, да, но уже надо заставить его напиться. Ну, вот для нас в 90-м году был такой небольшой стимул, нам все-таки еще и деньги платили. Это первые мои заработанные деньги. А праздники вы какие основные берете или еще какие-то из советских берете? Или как вот? Ну, вообще, как воспитательные. Да. У нас есть список праздников. Ниже те же Я, к самые, Новый сожалению, год там. не захватила. Вот, у нас есть список праздников, но я сразу скажу, что в этом году мы не успели их все провести, потому что все-таки основная цель у нас налаживание учебного процесса. Единственное, что у нас более или менее как-то идет, это периодические поэтические вечера. То есть сегодня у нас был один вечер, дети стихи читали родители. И вот недавно зимой у нас был тоже поэтический, ну, как бы утро получилось, во время было общего круга, и там еще один урок к нему присоединили. Вот. Новый год. У нас, естественно, поскольку школа имени Гагарина, выделены праздники, первый память шагу в космос, это день рождения Гагарина 9 мая, вот сейчас мы готовимся к 23 февраля, 8 марта, ну то есть в основном такие вот основные праздники. Вот. И плюс мы надеемся, что у нас вот со временем свои традиции уже появятся в школе. Можно про Гагарина с этим добавить немножко? Вот, ну, в сарафанном радио, что называется, вот, космонавтов всех испытывали на правдивость в стрессовой ситуации.
было такое, что им дали, что таблетку, которая, ну, мутирует, условно говоря, они плохо себя чувствуют. Вот. К каждому космонавту подходил генерал. Ну что, значит, готов лететь в космос? Готов, значит. Как самочувствие? Потом спрашивают. Вот только Гагарин сказал, что хреново вообще-то. Да. Все остальные прокололись. Слушайте, с Гагарином тоже, если знать русский язык, слог «га» — это в русском языке это лететь или летать. Гага. Обозначающее Гага, движение, Гага. а тут Гагарин. Два слога. А вы как-то вот не пытались сотрудничать с музеем космонавтики? Вот это? Или это в планах? Это все в планах, это все в планах. А с русским космическим обществом у них же целое движение, как-то юные гагаринцы или это... Да, у нас тоже вот в планах есть. Сейчас у нас ближайший план хотя бы вот вывести с детьми, съездить в музей Жуковского. То есть это как бы основа нашего воздухоплавания. И она из нашей Владимирской области. А вот еще, вот, ну, можем тоже поделиться немножко о своих задумках пока еще. А так вот, а вот именно с родителями, родительским кругом вы собираетесь без детей, чтобы вот, ну, вот если собираетесь, то какие это встречи, да, чему посвящены? Ну, у нас тоже это в планах. Это тоже в планах, потому что у нас много увлеченных родителей, у каждого кто-то специалист в том или в ином. У нас это в планах, мы планируем это делать, как вот именно такой просветительский момент. Небольшая трудность все-таки в этом, все родители заняты во многом чем-то. Кроме того, чтобы обеспечить ребенка там всем необходимым. В общем, со временем у нас все равно, в любом случае, вот, все те встречи, которые были у детей, тоже поэтический вечер, например, даже присутствовали и дети, и родители, все вместе. Причем так все хорошо у нас и весело получается, что там начинают дети петь, а подхватывают родители. И со всякими плюшками, ватрушками все это заканчивается весельем до позднего вечера. Здорово, и, наверное, все по-другому раскрывают себя, даже и дети, и родители. Ну да, более близкое такое общение получается. Потом мы вот ездили, ну это было в прошлом году, во время подготовишки, у нас есть заповедник Зубровник. Вот мы все вместе ездили, снимали автобусы, вот все семьи, причем, ну, у кого-то там по одному ребенку. И все вот вместе тоже очень это так сплачивает, показывает. Людей тоже было здорово. Последний раз вот перед Новым годом ездили на Деда Мороза, молодой друзей. Ну да. Правда, не все были родители, но все равно было. И родителям в том числе было чем заняться, и интересно там. Я могу рассказать по поводу раздельно-параллельного. Зачем это нужно, для чего это нужно и откуда это вообще взялось. Ну, я попробую, во всяком случае, Андрей может продолжить, подхватить. У нас же такое модное слово сейчас есть, природосообразное образование. То есть все вроде как понимают, что образование должно развиваться, человек должен развиваться в каких-то природоподобных условиях, чтобы максимально раскрыться. Но немногие понимают, что это вообще значит, почему это вот, слово красивое, а что за этим стоит, непонятно. Стоит за этим, конечно, природа человека, природа, я бы даже сказал, вот, в последнее время у нас люди возомнили себя богами. В прямом смысле, да. То есть они оторвались от природы и решили на нее наплевать как-то. Вот. А природа у нас имеет историю, миллионную историю
становлению человека, миллион лет, несколько миллионов лет человек рос в условиях природы, по законам природы. И природа создала его для жизни в условиях природы. А мы тут пришли со своими новыми мыслями и вдруг решили за 100 лет, что вот эти вот миллионы лет ничего не значит. Вся природа человека, она создана для того, чтобы человек жил в условиях природы и, естественно, рос в условиях природы. А рост, что значит природа? Это значит, например, любая девочка обязана стать матерью, должна стать. Нет, ну она должна, природа так устроена, что любая девочка должна стать матерью. И любой мальчик должен стать отцом. Естественно, тут уже по априори у них разные роли. По природе своей. Если вы нарушаете, это закон природы, если вы хотите нарушить этот закон, но природа это не какой-нибудь государственный закон. Это он не написанный. Это закон, если вы нарушаете закон, вы не думайте, что вы избежите наказания. Это да, он не имеет исключений, он действует на всех. Вот. Если, ну вот вы же прекрасно знаете, вот это вот ЛГБТ, например, вот эти вот все, это против природы. Все прекрасно знают, что если ты, собственно, сама природа уже сама говорит о том, что ну ты ЛГБТ, все, тебе не нужно продолжать род, ты это так называемый, да, это так называемое, если по теории Дарвина, естественный отбор. Но они хотят искусственно выращивать детей, брать семью и снова продолжать вот это вот движение. Откуда они будут брать? Ну как, это приемные дети или там... Кто это будет производить? Там, может быть, там как сказали, уже появились. Это опять же, нарушение закона природы. Ну да. Даже если просто кесарево, вы же тоже наверняка знаете, если просто кесарево сечение делаете, ребенок уже не знает. Он уже рождается, вот он подтвердит, он уже рождается с какой-то, да, это не природный процесс, и поэтому у него большая вероятность, что он не сможет продолжить рост. Это естественный отбор. Если по-другому можно сказать, это включается механизм социального очищения, социальной гигиены, так называемой, ну, по-научному, если вы знаете. Вот. Поэтому ребенок, девочка, она должна воспитываться по законам девочки. Ну, да, у нее там может быть много одинаково с мальчиком, в чем-то они общаться должны. В любом случае, она должна стремиться к тому, чтобы стать мамой в какой-то момент. А на переменах они общаются? Конечно. У нас и музыка, изобразительное искусство. То есть, получается, вот этот человек, он для них как образ, на кого можно равняться. Ну вот у нас, например, мальчики выбрали себе картину, которую они повесили, репродукцию к себе на стену в класс. Это «Три богатыря». А если бы это был смешанный класс? Я думаю, это царевна перепись. Может быть, да, у девочек там у них там образ вот как раз таки матери, вот они понравилось. И их никто не заставлял. Вот у нас, даже если отойти вот от научности какой-то, у нас вот сын и дочь. Мы читаем одну и ту же сказку, сын потом его впечатляет одно, дочь другое. Это уже говорит о том, что они по-разному устроены. Да, и ни к чему нет необходимости, никакой надобности что-то это объединять и обобщать. Если мальчик там стремится к одному, не надо его передергивать на женское и наоборот. Если это девочка, то не надо его... У них, если мы не вмешиваемся
родителей в этот процесс, то они сами становятся по своей природе, они вырастают природосообразными. Давайте я расскажу. Ну, давайте. В советское время просто исследовали как раз рисунки детей на основе сказок. Выяснилось, что мальчиков вдохновляет и зацепляет одно, а девочек совершенно другое. Мальчики – это символы свободы, путешествий, неограниченных пространств, все, что связано с движениями, с механизмами. Дальше все, что связано с устойчивостью, мощью, силой, с врагом, которого там победить надо, все, что связано с оружием, с воином, с атрибутикой воинской. Вот. Преодоление препятствий. Преодоление препятствий, да. У мальчика есть программа, в отличие от девочки, программа игр с опасностями. Значит, если мальчик в детстве не играет, то есть его программа глухая, вот, он никогда в нормального мужчину не сформируется. Потому что все, что делает взрослый человек во взрослом возрасте, как правило, это привычки из детства. То есть нельзя так понимать, что 11 лет мальчик отсидел, значит, какой у нас ученик хороший, да? Это усидчивый, внимательный, какой-то он еще опрятный, значит, послушный, так руку поднимает, там, вопросы задает, все отвечает дословно, повторяет своего самого учителя и так далее. То есть это психологический портрет девочки, как правило, такой, да? У мальчика совершенно другие потребности. У него в 6 раз выше потребность в движении, во-первых. Вот. Во-вторых, есть программа вот этой игры с опасностями. То есть не просто так мальчики постоянно себе ищут на 5-ю точку приключений. Какие опасности в классе подстерегают мальчика? Ну так. Кроме учителя нет. Ну, то есть запрет учителя фактически, это вот у него, то есть хулиганы самые способные, кто преодолевает вот эти вот все вещи. Это программа у него работает, он развивается так, как мальчик. Вот. Соответственно, у девочек другие символы, которые вдохновляют. Это все, что с домашним уютом связано. Это, значит, интерьер, украшения, там, одежда, не знаю, шторы, шкафы, там, домашние какая-то утварь, кулинария и так далее. С куклой еще забота о будущем. Да, куклы, значит, все, что связано с материнством, вот, интересно. Животные, особенно щенки, там всякие птенцы, вот, это девочкам все очень интересно. То есть банальную математику мальчикам нужно объяснять на, как они в поход там какой-то делают, да, а для девочек нужно объяснять нам, вот ты готовишь торт какой-нибудь сладкий, да, что для этого надо, условно говоря, там, все, что с этим связано. То есть интересы, вот эти зоны интересов, они не пересекаются в принципе. То есть там нет общих символов, которые вдохновляют. То есть задача им решать интереснее, когда их это как раз интересует. Да, вы даже, быстрее не схватывают. Они соображают, да, понимают. Это сразу мысль не запускается. Требуется. Да. То есть они даже когда слышат просто вот слово, которое их интересует, там, мальчики про солдатов слышат, или про врага, про драконов каких-нибудь, вот, у них все, мысль пошла сразу. А если общий показывает, получается, да. девочки не поймут, мальчики запомнят. Вот, соответственно, быть по-другому выстроен. То есть мальчики, они не терпят повторений. Все, если мальчик один раз пример написал, он понял, как решать такие примеры. Ему вот такие же неинтересные, ему нужен такой же плюс что-то, чтобы он сам догадался желательно. Элементарно, как правило мальчикам объясняется. Допустим, этот сочетательный закон, там, точнее переместительный. Значит, пример написал, второй пример написал, посчитаем, мальчики, какое правило? Мальчики должны сами его родить, что называется, сформулировать. Девочкам наоборот, значит, все расписали, назвали правила, 500 раз повторили, значит, все отложилось нормально. Что вы скажете о разных правилах? Не все же мальчики такие прыткие, бойкие, воины, завоеватели. Есть тихие, спокойные, кроткие, которые маме в рот смотрят, послушные такие. Можно, И
больше тогда к девочкам можно направить? Надо, нет, ни в коем случае. Надо, во-первых, на его здоровье посмотреть, на гормональный фон. Ну, вот так, если как бы... То есть, если мальчик... Может, мама не дает ему мальчику. Это уже... Они сами маму тянут. Да не сами, значит. Есть книга Лесгофта «Семейное воспитание и его значение». Значит, так называется. Там расписаны типы личностей в зависимости от того, как мама воспитывает. В раннем, прямо вот ну, то есть с рождения. Там зависит от Там, многих наоборот, факторов. компенсироваться вот. Ну, вот это вот, раз дома что-то неправильно воспитали, там будет Да, наоборот, причем вот, развиваться более, вот, смотря на 7 лет это как раз тот период, когда как бы заканчивается вот эта вот программа, когда ну, человек повторяет друг за другом, они как обезьянки все это. Да, вот. То есть это как раз вот период, когда еще не поздно, что называется. Вот. Я просто мужское начало. Прошла один психотренинг, который был основан на Зигмунде Фрейде. Он как бы психоаналитик, у него своя была разработана программа, он разбивал, ну, скажем так, разделил все общество человеческое на 8 векторов, в зависимости от темперамента. И он объяснял это с точки зрения, что вот все люди, независимо мальчик, девочка, разделяются вот по векторам. В зависимости это как заложено природой, задачи охотники, добытчики. То есть раньше, например, в те древние каменные времена у них были одни задачи, в соответствии с этим у них своя комплекция, свои привычки, свои слова, свои... То есть вот такой психотип. И вот то есть этого человека видно как бы издалека, что вот он такой, его темперамент такой, он учится вот так вот. Его пристрастия в жизни, там, назначения такие. Если он отклоняется от своего развития, от своей задачи, заложенной природой, то он получается уже диссонанс, что ли, скажем так, и выходит заболевание. Можно да, отвечу? Вот что нам говорят исследования. Мы берем две группы детей. Одна обучается в смешанном классе, вторые там в раздельном, мальчики отдельно, девочки значит, отдельно. И мы смотрим через 10 лет их комплекцию, их значит, ну, гормональный фон, их интересы и привычки, их нравственную составляющую. И вот именно вот от того, сколько смешанно они учились или не смешанно, и это будет все зависеть. То есть, как бы понятно, да, красивая идея, природой заложена. Вы понимаете, вот за этими словами стоит очень много поступков каждого из людей, которого окружал этот ребенок, и обстановка за все время его жизни до того как. Очень удобно, значит, так, мы вот это все обобщаем, это все природа заложила, и дальше мы, значит, какой-то вектор даем. Это нам сейчас хотят как раз в школе это сделать, чтобы лишнего ничего не давать. Вот ты только знаешь вот это, все остальное тебе не надо. Вот. Есть школа, да, вот в Саратове, значит, 15-я гимназия. Есть 106-я школа в Санкт-Петербурге, есть Железногорск. В Железногорске и Санкт-Петербурге там четко говорят, разводов нет. Да, есть раздел параллельное обучение. В параллельных классах, в смешанных есть. Ну, мальчики выше мальчиков, мальчики из раздельного класса, выше мальчиков из смешанного, там на сколько-то сантиметров. Да, на 6 да, треть мальчиков из раздельно параллельного обучения медалисты, в то время как в смешанном классе один медалист, а там 2/3. То есть, да, это факт. Годность к армии, значит, в смешанных классах да. 50%, да. в раздельно-параллельных 100% да. там годность. Это статистика лицея «Гармония» Железногорск. Они сравнивают, потому что у них есть и такие классы. Тут много причин. Много, Тут да. мы уже немножко обсуждали, поэтому фонетика появилась когда? В 2000-х? Первые там 60-е годы. Да. Все началось намного в школе. В школе 80-е. 80-е, да. Но ее начали как бы вводить, когда дети уже умели читать. То есть тогда 100% детей практически уже читающие подходили. И вот да. эта игра в звуки очень хорошо зашла. Ну, то есть бесконфликтно. То есть зачем неизвестно, но как бы зашла. А потом уже в 90-е вывели
дислексии и прочие диагнозы ставятся детям. Хотя элементарные нарушения. Давай, глянем. Давай. Да там тоже есть Слышу голос прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос, манящая дорога, кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь. От чистого истока прекрасное далеко, прекрасное далеко, я начинаю путь. Спросил уже готовый, да? А там есть еще слова? Там нет еще. Нет, а там какие? Спроси жизнь. По жизни строгой, какой идти дорогой, куда по свету белому отправиться с утра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Забудь свои заботы, падения и взлеты. Не хнычь, когда судьба тебя ведет не как сестра. А если с другом худо, не уповай на чудо. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. А если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда иди дорогою добра. Ах, сколько будет разных сомнений и соблазнов, не забывай, что эта жизнь не детская игра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Ты прочь гони соблазны, усвой закон негласный. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра. Да-да-да. Свинцовые ливни нам пророчат беду. Мы на плечи свои и войну, и нужду.
небо вспыхнет огнем. Вы нам только шлите, мы на помощь придем. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнем. Вы нам только